Фарнуам Базураттама, Алабонагаш Сауд. Добрый день, уважаемые друзья! Когда говорят о героическом прошлом России, то в первую очередь вспоминают о победе нашей страны в самой кровопролитной войне во всей человеческой истории, Великой Отечественной войне. Миллионы жизней унесла эта война. Но мы победили. Победили, потому что до конца были преданы своей родине. Потому что проявили настоящее мужество, выдержку и отвагу. Человечество вступило в 21 век. Уходят ветераны в вечность. Рождаются новые поколения. Но сколько бы поколений людей не прошло по земле, Великая Отечественная война никогда не должна изгладиться из их памяти. Помнить войну и тех, кто принес победу, значит бороться за мир. Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние люди, начинается новое. Потому что память – это главный враг войны. Сегодня мы в столице нашей республики, городе воинской славы Владикавказе, проводим патриотическую акцию «За мир без нацизма». Мы за мир без нацизма. Мы за мир и справедливость, за волю и независимость. Мы за победу и свободу России! Внимание! Исполняются государственные гимны Российской Федерации и Республики Северная Осетия Алания. Уважаемые друзья, слово предоставляется председателю правительства Республики Северная Осетия Алания Борису Борисовичу Джанаеву. Дорогие жители Северной Осетии, от имени главы Республики Северная Осетия Алания Сергея Ивановича Миняйла приветствую вас на этом важном мероприятии. Мы знаем, что сейчас многие наши ребята борются за справедливость, участвуют в спецоперации на Украине. Мы знаем имена тех, кто, отстаивая интересы России, пал в борьбе с нацизмом. Потеря каждого парня – это большая и невосполнимая утрата для Осетии. Боль, благодарность и память о них в наших сердцах.
Это наши герои, которые ценой своей жизни показали, что такое истинная верность, честь, патриотизм. Светлая память им. Мы гордимся и говорим спасибо нашим отважным бойцам, которые сегодня продолжают сражаться с честью и достоинством. Мы все ждем их живыми и здоровыми. И это непростое время, как никогда важна сплоченность. Только так, плечом к плечу, мы можем уверенно идти, преодолевая все препятствия. Только так мы можем говорить, что мы вместе за мир без нацизма. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности заместителя командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армии по военно-политической работе подполковнику Неофидову Александру Шотаевичу. Уважаемые жители города, сегодня все собрались здесь для проведения акции «Мир без нацизма». Всегда тяжело говорить, когда теряешь боевых товарищей, но тем не менее сказать надо. В одном нашем советском фильме была озвучена такая красивая фраза, которая поднимала в бой солдат, офицеров. Есть такая профессия – Родину защищать. В годы Великой Отечественной войны наши деды, бабушки на фронтах и в тылу боролись с фашизмом и с нацизмом. К сожалению, нацизм не был добит, и сейчас он процветает на Украине. Многие западные страны пытаются и принимают все усилия, чтобы осквернить и перенацелить историю великой победы советского народа в годы войны. Нацизм остался, и он процветал долгое время. 8 долгих лет на территории Донбасса уничтожались жители. Ничто иное, как нацизм процветал там, пока не в настоящее время наши, опять-таки, вооруженные силы не начали его просто громить, уничтожать, испепелять до конца, до нуля. Сегодня наши вооруженные силы, не только нашего Южного военного округа, но и других округов, борются с этим черным змеем, который не был добит в годы войны, в годы Великой Отечественной войны. Погибают наши товарищи, но погибают с честью. Чтобы было понятно и наглядно, за годы, точнее, за время боев, начала операции, 10 военнослужащих, представленных высоким наградам государственным, это герои Российской Федерации. Более 1000 военнослужащих награждены государственными наградами, из них более сотни орденами мужества, к сожалению, посмертно. Сегодня, проводя акцию «Мир без нацизма», мы не можем не вспомнить наших боевых товарищей, которые сложили головы в ходе спецоперации. Но всегда и везде наши вооруженные силы подчеркивают, что мы воюем за мир, и мы его отстоим, какой бы ценой ни пришлось заплатить. Слава русскому, российскому воинству, слава русскому оружию. Победа будет за нами. Наша русская земля, предки наши стояли у истоков государства. Они сдвигали границы к морям, заставляя врагов своих дрогнуть пред мужеством, пред духом настоящим. Где бы Россия не поднимала свой праведный меч, она отстаивала свое право жить народом по своим традициям и обычаям. У нас нет иного выбора. Сердцами мы вместе с воинами Отечества, вместе с бойцами Донбасса. Проходящая военная операция – это не поход к славе, это трагедия мирных людей, невыносимая боль утрат от каждого погибшего человека. Вспомним верных сынов Отечества, сложивших голову в боях с неонацистами. Вспомним наших братьев и сестер, убитых военными преступниками и пособниками киевского режима. Вспомним
минутой молчания. Сегодня вместе с нами на Театральной площади сводный оркестр Владикавказского гарнизона, начальник военного оркестра майор Алексей Крылатов. Михаил Глинка, патриотическая песня, исполняет младший сержант Владислав Андреев. Александр Абрамов, «Армия моя». Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба обыкновенная, любовь суровая, но верная, любовь суровая, но верная. Готовы мы на ратный труд, мы все испытаны, ни раз, ни два боями, маршами, мы от солдата и до маршала, одна семья, одна семья. Мчатся наши годы, а ты молода, но поет, как прежде, труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба обыкновенная, судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная. Готовы мы на ратный труд, мы все испытаны, ни раз, ни два боями, маршами, мы от солдата и до маршала, одна семья, одна семья. Мы все испытаны, ни раз, ни два боями, маршами, мы от солдата и до маршала, одна семья, одна семья. Евгений Кунгуров, «Честь России», исполняет Артур Галустянц. Запоет свою песню труба, сколько вместе пройдено пути, за нами в ногу шагает судьба, и педали
тобой, надо мной горит, сияй, моя звезда. Ты в русском сердце не угаснешь никогда. Гори, сияй, моя звезда. Ты в русском сердце не угаснешь никогда. Мы наследники славных времен, и отвага в каждом сердце есть. Ведь истории наших знамен — это русская доблесть и честь. Ведь истории наших знамен — это русская доблесть и честь. Мы очарованы походною звездой, она сияет над тобой и надо мной. Гори, сияй, моя звезда. Ты в русском сердце не угаснешь никогда. Гори, сияй, моя звезда. Ты в русском сердце не угаснешь никогда. Ночами не спит соловей, не забвенно в песенном краю. Мы научим любить сыновей и семью, и отчизну свою. Мы научим любить сыновей и семью, и отчизну свою. Мы очарованы походною звездой, она сияет над тобой, надо мной. Гори, сияй, моя звезда. Ты в сердце не угаснешь никогда. Гори, сияй, моя звезда. Ты в русском сердце не угаснешь никогда. Сводный военный оркестр Владикавказского гарнизона под управлением майора Алексея Крылатова. Уважаемые друзья, вместе с нами сегодня на этой акции народная артистка Северной и Южной Осетии Алла Хадикова. Кроме коня, что есть у меня, одна моя долюшка, да сердце в груди, да бой впереди, за землю, за волюшку. Да сердце в груди, да бой впереди, за землю, за волюшку. А кроме коня, что есть у меня, лишь дым да пожарища.
прожит мой век, недолг ночлег, дорога не пройдена. Уважаемые друзья, слово предоставляется историку, кавказоведу, профессору, общественному деятелю Руслану Сулеймановичу Бзарову. Фарно базурат хурраду. Торхсау ваша гудеппат. Мы собрались здесь сегодня, чтобы еще раз сказать, мы гордимся своей Родиной, мы гордимся родной армией. Мы никогда не забудем павших героев и никогда не простим врагу. У России великая историческая миссия, повторяющаяся из века в век. Грудью стоять за справедливость, отстаивать достоинство и жизнь каждого человека, каждого народа. Осетия, мы все это хорошо помним, первая столкнулась с нацизмом в новейшее время. Это произошло первый раз в 1989 году. И известными событиями, величественным признанием Республики Южная Осетия в 2008 году эта война завершилась. Мы хорошо помним, что те же 25 стран, которые сегодня поддерживают украинских нацистов, вооружали грузинскую фашистскую армию. Мы хорошо помним украинских снайперов, нацистских снайперов, пусть простит мне украинский народ. Я встречал в Цхинвале 12 августа депутацию украинского народа, приехавшую просить прощения за своих негодяев. Уже тогда мы понимали, что вряд ли удастся избежать той специальной военной операции, которую Россия взяла на себя сегодня. К сожалению, избежать ее не удалось, и мы ждем победы. Никто и никогда не видел армии, которая заботится о каждом встреченном прохожем, которая кормит народ, живущий на территории, где она вынуждена вести антифашистскую борьбу. Я думаю, что каждый из нас засыпает и просыпается с мыслью о наших мальчиках, которые сегодня воюют. Мы молимся за то, чтобы они вернулись все целыми и невредимыми. Мы ждем их с победой. Ваш Тарди, ваш Гонд. Спасибо. Спасибо. Нашему народу свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество. Российскую армию часто называют одной из лучших в мире. Она вызывает восхищение у союзников и у стран, и страх у противников. Самой боеспособной армией в России на сегодняшний день считается наша родная 58-я армия, размещенная на территории Южного федерального округа. Военнослужащие 58-й армии всегда с честью и достоинством выполняли и продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности России на юге страны, проявляя при этом твердость духа, мужество и героизм. Своими подвигами она на деле не раз доказала, что являются достойными защитниками Родины в сильной России. Дорогие друзья,
Для вас поет лейтенант бригады управления 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Ульяна Макарова. За окном тишина, на душе пустота. Все дымки исчезли, родные места. Корабли обгоняют чужую волну. Командиры уводят солдат на войну. Они снова стремятся принять этот бой, в битву жизни и смерти вступая судьбой. Но как тени веков, исчезая во мгле, остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: возвращайся домой. Догорает под звездным покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и польется молитва: спаси, сохрани, и послышатся крики: верни мне, верни. Но опять исчезая в туманном плену, командиры уводят солдат на войну. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат: возвращайся домой. Домой. Возвращайся домой. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат. Ульяна Макарова. Спасибо.
Дорогие друзья, вместе с нами сегодня на этой акции заслуженные артисты Республики Северная Осетия и Алания. Артур Чекоев, Валерий Нартиков, Аслан Датиев, группа «Фидан». Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты вези по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю вдвоем. Группа «Фидан». Дорогие друзья, вместе с нами сегодня солист Государственного камерного хора Алания Дамиан Карнаухов.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Мы встанем, мы встанем, мы встанем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Спасибо. Сегодня весенний Владикавказ полон улыбок детей и молодежи. Эти ребята не боятся смотреть в чистое небо над головой. Чтобы наши дети жили в мире, мы не должны забывать миллионы заплаканных глаз детей Великой Отечественной, Донецка и Луганска. Из поколения в поколение передается в нашей стране уважение к воину-освободителю. Слово предоставляется председателю молодежного парламента нашей республики Георгию Джоеву. Добрый день, дорогие друзья! Хотелось бы сегодня поблагодарить каждого из вас, который нашел время и решил присоединиться к этой прекрасной патриотической акции. Сегодня наши братья, наши друзья находятся на передовой, защищая права и отстаивая свободу наших других братьев. Отрадно понимать, что Российская Федерация является не только надежным стратегическим партнером, но и является настоящим другом. А настоящие друзья, как мы все знаем, своих не бросают. За Россию, за мир без фашизма. Спасибо.
Я думаю, если любому солдату или офицеру, или отслужившему положенный срок защитнику Отечества задать вопрос, во имя чего вы служили, то будет один ответ. Во имя Родины, во имя мира и счастья родных и близких. Каждое время рождает своих героев. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее от врагов своими делами, служить ее интересам – это великое чувство, необходимое и прекрасное. Так будем же достойными гражданами и патриотами своей страны. Дамиан Карнаухов с песней о нашей великой Родине. Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы — это моя страна. Красноярский край, Сибирь, Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрик, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на БАМе. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Олимпийское золото, старты победы — это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды — это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВД и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Глинки, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть и алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВВ, спецназ, водка, игра и винтаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, оперы, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою, вместе выиграли Вторую войну. Вместе мы самая большая страна. Душ от границы без визы нельзя. Как вам без нас? Озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Вместе! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Спасибо!
Уважаемые друзья, наша сегодняшняя акция «За мир без нацизма» подошла к концу. Мы благодарим всех, кто сегодня был вместе с нами на Театральной площади. Мира и добра вам и вашим семьям. И, конечно, процветания нашей великой Родине. Ананижма Амончинут.